однополые отношения уже признаны практически во всех европейских странах. Однако в нашей стране, по-моему, от этого очень далеки, просто безумно далеки. И даже не говоря уже гражданское закрепление отношений, то есть официальный брак вам вступить сложно, да, невозможно, да, но скажите, может быть, проблема надумана? Есть ли такая необходимость у вас, у ваших друзей пар? Я займаюся правоабарончою працею ввогуле, нема такой причини, ці причина надумана, не надумана, я заўсёды так заходжу з прынцыпу раўнапраўя. Калі ж казаць пра выбар, то госці нашы разважалі пра выбар. Я могу вступать в шлюб, я не могу вступать в шлюб. То, безумоўна, у мяне такого выбора на дадзены момант у гэтай краіне няма. Я могу з'ездзіць у іншую краіну, там у Беларусі, напрыклад, можна прызнаюцца аднаполыя нарвежскія шлюбы, ну, вы тоже такие. Конечно, я хочу сказать, что я з'яўляюся ахвярай зараз заканадаўства беларускага сямейнага, лічу, і што гэта трэба выпраўляць, маё меркаванне. Тут, конечно, ёсць некалькі прычын. Гэта і эмацыянальная, безумоўна, я ўжываю сабе ахвярай, і гомафобія, ахвярай дыскрымінацыі, а другая, безумоўна, адносіны маі і майго хлопца не рэгулююцца так, як рэгулююцца адносіны гетерасексуальных пар. Ну, вось просто учорашняя праблема. Мы ў гасцініцы не маглі взять покой з двухпакаёвай, з двухместным ложком. Здаецца, не праблема, да? Але у такіх дробязях маё жыццё пастаянна. Мой хлопец, таксама з-за ўзроўню вялікага гомафобіі і заканадаўчай дыскрымінацыі, якая сілкуе беларускую гомафобію, вельмі часта саромеецца праяўляць свае пачуцці. Гэта таксама следства заканадаўства. Нават калі весці казаць пра бізнес, быць індывідуальнымі прадпрымальнікамі на ўзроўні з гетерасексуаламі мы таксама не можем. Потому что загад президента о регулировании предпринимательской деятельности кажа аб тым, что индивидуальный предприниматель может брать на працу только близких сваякоў. Мой хлопец для мяне моим близким сваяком не з'яўляецца. И для того, как мне взять его на працу, мне трэба регистрировать приватное унитарное предприемство, что обкладаем нашмат большими податками. Вот. Это юридичная подстава. И такие я вам могу сказать и про жыллёвую адказнасць адзін з аднаго, і трапіць у реанімацыю абсолютно немагчыма, калі будзе такі выпадак. Ось, значыцца, у лесбійскіх сем'ях, значыцца, дзяўчыны не могуць трапіць у радзільню. Таких подстав вельмі шмат. И это, конечно, не особая тема. И я, конечно, вельмі хочу неістотна, буду я вступать у шлюб, для мяне не істотна, не буду. Я могу со своим хлопцем будаваць вельмі моцную сям'ю. Прызнаеце вы такую сям'ю ці не прызнаеце, я буду гэта будаваць. І моцная у меня может быть мацнейшая за любую гетерасексуальную адносіну. Але, безумоўна, я хочу мець выбор. Для меня пытанне выбора. Ваша позиция нам ясна, но, вот, допустим, когда я читала мнение различных социологов и психологов по этому поводу, в принципе, все упирается в детей. То есть, как бы, получается, я читала очень много таких мнений, что хорошо, если мы разрешим регистрировать такие семьи, как же быть с детьми, что же будет дальше? Да, я скажу. Я лічу, что шлюб, шмат кого, хто ідзе на шлюб, не толькі за дзяцей, а за каханне. Каханне выбудоўваецца па формуле «я плюс ты». І калі вы зводзіце шлюб выключна да дзетавоспроизведення, то мне вельмі проста шкада такія адносіны. Дзеці – гэта шчасце, конечно, але гэта не мэта. І калі шлюб ператвараюць у мэту, каб стварыць дзяцей, я против таких семей и против таких шлюбов. Да, понятно, но вопрос, собственно говоря, не в этом. Вопрос вот юридически, вот как мы обсуждали, что вот у вас будет брак, да, вы заключите брак, и юридически, как же будет дальше регулироваться отношения? Вы захотите усыновить ребенка, вы захотите там, родить ребенка или еще что-то, да, как дальше? Конечно, значит, для лесбиянок отчиняется штучная, значит, да. Значит, гей-пары могут усыновлять детей. Але, безумоўна, у шмат каго нават у гэтай зале зараз там у галаве уяўляю, што творится, даць підарасам на воспитание детей, это так
так зараз це відбувається. Адзінае, што праблема ў няведанні самой з'явы. Людзі не ведаюць аб гомасексуальнасці, людзі не ведаюць аб ладзе жыцця гомасексуальных сем'яў. Безумоўна, і ёсць вопыт выдатны тых краін, якія ўжо прайшлі праз гэта, дзе тысячы дзяцей выхоўваюцца ў аднаполых пар. І статыстыка такіх сем'яў ад 1990 года паказвае, што 90%, 95% там бывает, вырастаюць гетерасексуальнымі. Але мы не кранаем той статыстыкі. Я просто лічу, што перад тым, як казаць нешта супраць аднаполых шлюбаў, трэба вывучыць гэтую тэматыку ввогуле. Таму што калі часам пачынаюць аб гэтым казаць і абражаць людзей, гэта проста занявуцтва. Прычынай гомафобіі часцей за ўсё з'яўляецца нявуцтва. Чалавек, які валодае інфармацыяй пра з'яву, то ён ад такіх праблем пазбаўлены. Гэта догма. Догму трэба ператворить. Понятно. Нам очень понятна ваша позиция. Спасибо вам большое. Вопрос. Да, конечно. Вот вы вообще хотите детей? Ну вот в вашей паре? Я зараз пакуль, напэўна, не гатовы, тому што лічу, што спачатку я сваім хлопцам павінен трошку разбагацець, і гэта пытанне, калі Ну, а в будущем гэта вообще? пытанне буду. Я не могу сказаць за будучым. Пакуль я не могу. Ну, тогда может быть такой вопрос. Предположим, что вот вы там усыновили, например, ребенка. В вашей паре все хорошо, вы подошли к такому жизненному этапу, что вы усыновили ребенка, да? И, допустим, маленького там, годик ему, его вот надо воспитывать, ему вот как-то вкладывать в его маленькую голову вот некие ценности. Вы будете что пропагандировать? Брак между мужчиной и женщиной и отношения между мужчиной и женщиной? Так само такое надуманная проблема. Мяне вырастила гетеросексуальная семья, абсолютно. Больше зато моя семья была гомофобной до того часу, пока я не открыл свою гомосексуальность. Асяродак, што б я не укладывал у голову дзяцей, биологичная асаблівасць чалавека гэта не зменіцца. Гомосексуальнасць выключна биологичная асаблівасць. Гэта не сацыяльны, гэта не палітычны погляд, яго не зменіць. Значит, я буду укладывать у голову детенка, то, что свет разнастает. И бывают люди разных веровознаний, разные колер шкуры, может быть, разная сексуальная ориентация, гендерная идентичность. Абсолютно. Ну, а если он подойдет и спросит, вот у нас вот такая семья, а у моего друга вот лучшего, вот у него есть папа и мама. Это все вырашали. Это абсолютно дробно. Ну, здесь, наверное, вопрос просто, опять же, вы, наверное, не следующий, это чисто биологически. Вы же не будете объяснять своему ребенку, кем ей быть, блондинкой или брюнеткой, правильно? Ну, или там толстой или худой. Это просто физиологические особенности, и, Да, вот я вижу, еще есть какой-то вопрос из зала, да, и не одна. Нет, это не вопрос, это просто продолжение темы, Я воспитанник 40 лет, отец 2 детей. Честно скажу, обычно ребенку обычные сексуальные отношения объяснить довольно-таки тяжело, потому что, не то, что тяжело, многие вещи он там не сразу понимает. Объяснить ему сексуальные отношения ребенку в семье, к тому же, кто это самое вообще тяжело, поэтому это вполне логичный вопрос, который задавал. Нет, я понимаю, так я ничего против не имею. Но спачатку чалавеку, нават калі мы кажам пра школьныя, пра мадэлі паводзінаў, пра сексуальную адукацыю, то спачатку, напэўна, кажуць не пра секс увогуле, а пра магчымасць такіх саюзаў. І шведскі опыт Нідерландаў, опыт 5 штатаў у Злучаных Штатах кажуць аб тым, што сексуальная адукацыя сярэдняй школы і адукацыя ввогуле пра разнастайнасць мадэлей паводзінаў, яны не павялічваюць узровень гомасексуальнасці. Калі зараз там тэрмін наступны можа з'явіцца прапаганда гомасексуальнасці, такога няма абсалютна. І калі ў школе паведамляюць пра магчымасць такіх партнёрстваў і такіх сем'яў, то гэта праблему здымае з бацькоў таксама. А бацькі просто, моя сестра молодшая доведалась о том, что я живу с хлопцем в 9 год. Яна нормально это восприняла, и зараз, безумоўна, яна вырасце, яна не стала лесбіянкой.
І зараз я безумовно вирости чоловіком, який розуміє, що не все гетеронормативно. Это не все люди делают. Вот опять вопрос, сейчас опять коснусь, чтобы уточнить просто. Это вопрос не... Это вопрос именно воспитания ребенка в семье, а не вот как ваша сестра, например, отношения в мире. То есть, понимаете, вот я говорю, я опять же коснусь, что когда вот твой ребенок, да, вот я хочу продолжить наших участниц, как она сказала, да, счастье. Муж домой приходит, там, я продолжу еще. Я не знаю, есть ли у вас дети. А счастье, когда он, живот у него болит, когда ты его на руках всю ночь таскаешь, потом клизму поставил, он покакал там, или не покакал, извините за выражение, да? Потом счастье, когда он первый раз пошел в первый класс, счастье, когда он сказал, папа там, обнял тебя, счастье, когда он пришел и говорит, папа, давай сядем, поговорим это самое, на одну тему, там, вот меня интересует, почему вот у девочки груди большие, а у меня маленькие. Понимаете, я просто говорю о том, как попытаться объяснить вот в такой семье, да? Я говорю, тяжело иногда вот объяснить ребенку в нормальной, традиционной семье, да, не хочу бежать. Ну как объяснить ребенку, если вот, как вы говорите, ну вот вы не готовы, ну согласен, что не готовы. Ну допустим, что в другой семье, в семье нетрадиционной, да, как объяснить ребенку вот эти вот отношения, ну я просто вот в этом, да. Ну, я, конечно, не специалист у такой семейной, я не семейный психолог, и але безумовно заходний опыт больше прогрессивный за белорусский, это вырашает. Безумовно, мне треба, я могу дать отказ, мне треба просто вивчити больше семейный аспект справи, я зараз не могу так сказать. Ось, єдине, що я тут зауважу слово традиційне, нетрадиційне, гомосексуальность абсолютно традиційна. Яна не з'явилася недавно, это не мода абсолютно, не на хвалях мода з'явилася. І гомосексуальність відома амаль ва всіх відах млекакормячых. Ну, это так само вельмі традиційна з'ява млекопитающих. Значить, сярод млекакормячых так само абсолютно традиційна з'ява, тому гомосексуальність сама по собі вельмі традиційна наравне з гетеросексуальністю. Я перепрошую за своє питання. Чи присутствує тут ваш клуб? Да. Може, які-небудь питання йому? Не треба. А? Ён не треба. Я просто по поводу догм, я не знаю, но, по-моему, как бы догма это религия. Религия нам о чем говорит? Вообще-то есть он и она. Я об этом. Я сейчас хотел сказать, что у меня были знакомые, очень хорошие знакомые, которые именно, так сказать, были женаты, имел 2 детей. Потом, ну, то есть это, от этого не уйти. И человек в зрелом возрасте, он выясняет, что он, в принципе, наверное, гомосексуальной наклонности. И я хочу сказать о следующем. Молодой человек говорил о какой-то легализации и в нашей стране и прочее, может быть, какой-то даже пропаганде этого. Я хочу сказать, я не знаю, может быть, это как курение, как алкоголь, это болезнь. Давайте так обратим внимание. И я категорически против легализации таких вещей, потому что, ну, скажем так, когда мне было 16, мы просто били лицо. Давайте так прямо говорим. Сейчас я, ну, как более информированный, более, как бы, у меня друзья были, я с ними даже лежал в одной кровати, бог ты мой. Я их понимал, но я категорически против легализации. Я знаю, что Сергей хочет ответить. Да, я знаю, что скажу. Калі мы кажем про хваробу и ставим диагноз, это на самом деле вельмі серьезная заява. Как поставить диагноз, что гомосексуальность это хвороба, может только доктор. Калі тут есть доктор, я прошу его допустить и поставить диагноз. Калі нема, я могу сказать, что в международной классификации хворобов 10-го перегляду гомосексуальность не является хворобой, и это решение международной сусветной организации охоты здоровья, и она не лишит гомосексуальность хворобой. И зараз тут просто є питання такое. Значит, одурені альбоми, тому що ми будемо лічити це
хвороби, альбо Всесвітня організація охорони здоров'я, структура ААН, значить там працюють придурки, пробачте мені, тому що яны вирішили гэта виключити. Я адказую на ваше питання зараз. Гэта знаходзіць питання. А алкоголізм, і все, гэта абсолютно, я не ведаю, як можна гэта параўнаць абсолютно. Гомосексуальність. Ёсць три, значит, три виды сексуальности. Гомосексуальность, бисексуальность и гетеросексуальность. Але мы не про гэта. И на конт легализации, ну, ведаете, что легализация вельми працягны час стояло питание, а я супраць легализации шлюбов, вертаемся до... Ребят, давайте потише, пожалуйста. Легализации шлюбов поміж чорноскурыми и белоскурыми. Это за гэта забивали, за гэта гнобили. И вось былі такие, там, як там, не ведаю, кто, аплодисменты, а давайте забивать детей, которые народились поміж белым мужчинам и чорной жанщиной, давайте их забивать, браво, аплодисменты. Это, насамрэч, дикунство абсолютно. Вот, а я про шлюбы, это до шлюбов. Так, да, давайте все-таки мы вернемся к нашей основной теме. Сегодня мы обсуждаем браки, мы уже услышали очень много различных версий, да, много различных мнений. Просто был задан вопрос, а что это? Вот действительно сказали, вы не ответили, что? Как вы уважаете, что это? Это не болезнь, а что? Что Это биологическое. Это биологичное и физиологичное. Нет, Особенность тоже должна иметь название. биосексуальность, гетеросексуальность, гомосексуальность. Скажем так, можно еще другие продолжить. Но, ребята, вы знаете, что самое интересное? Со времен Каллигулы ни один психолог, ни один философ не дал точного и данного определения этому моменту. Официальное Минздрава, официальных психологов мировых, Было слово, потише, пожалуйста, было слово, я, сожалению, не очень так силен в белорусском языке, хотя я белорус. Было слово такое, что-то связано с животными. Да? Что и у животных, млекопитающих также есть. Но мы же не животные. Почему мы равняем себя со скотами? Ладно, хорошо, давайте мы закончим эту тему, пожалуйста, успокоимся. Да, я потом всем предоставлю еще возможность высказаться. А, вы врач? Давайте мы просто сейчас обсуждаем браки, а не проблему гомосексуальности в нашей республике. Поэтому давайте вернемся все-таки к браку. И вот у нас есть Александр, который пошел дальше всех присутствующих, кто смог или кто не смог пойти, да, и все-таки вы повенчались, да, со своей супругой. Вот нам, я думаю, вам также всем очень интересно, почему вы пошли на этот шаг, размышляли ли вы перед этим, или вы другого мнения просто быть не могло, и что вам дало венчание, что вам дал церковный брак? Скажите, пожалуйста.